Завтра в России объявлен день траура по погибшим в одном из торговых центров города Кемерово. Указ об этом подписал президент. Жертвами пожара, который произошел 25 марта, стали 64 человека. Еще 68 получили травмы и отравления продуктами горения. В первой половине дня регион посетил Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле места ЧП. Далее рабочая встреча с инициативной группой граждан состоялась в здании Бюро судмедэкспертизы. Как пояснили в пресс-службе Кремля, это некоторые жители выразили недоверие относительно официально озвученной информации о количестве жертв. Поэтому здесь, на месте, с участием общественности списки были сверены. Здесь следственная группа работает, 100 человек. Пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал решение, кончая теми, кто должен был отслеживать за безопасностью, этим ЧОПом, который там сидел и кнопку не нажал вовремя, сотрудник и так далее. Пройдут по всей цепочке, начиная с момента перерегистрации этого здания, выдачи разрешения, из фабрики сделают развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы вот эти материалы использовать при таком целевом назначении этого здания. Без сомнений. То есть вы нам даете слово, что настолько все будет под контролем и будет правда, действительно. Даже не сомневайтесь. Что это все будет прозрачно по максимуму. Даже не сомневайтесь. Извините, пожалуйста, виноваты будут наказаны все-таки. О чем вы говорите? Собственник здания. Просто вот хочется, народу просто вот хочет, чтобы наказали. Да, но власть наша. Понимаете? Так и будет. Уже в областной больнице в сопровождении министра здравоохранения Вероники Скворцовой президент навестил пострадавших и пообщался с молодыми ребятами, которые приняли активное участие в эвакуации людей. По их словам, в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего, думая, что это учебная тревога. С одним из них, сотрудником МЧС, Путин предложил оценить сложность обстановки. Проблема явная, очень огромная площадь, то есть даже внутри что-то горит, но просто не подобраться к очагу. И люди, которые уже там находились, очень сложно добраться до пути эвакуации. Дым-то движется намного быстрее. Температура, тем более сейчас это черный дым, это же пластик. У нас все из пластика. Поэтому люди не успевали. И то же самое дезориентация, то есть человек, который первый раз там оказался, огромная площадь, непонятно, куда бежать на самом деле. Конечно, поэтому люди в тупик заходили и не смогли выбраться. В черном дыме абсолютно ничего не видно. У нас даже специальное оборудование в черном дыме ничего не видно, только на ощупь. То есть элементарная проблема — это большие конструкции, большие площади, их надо как-то разделять. Недопустимо, мне кажется, такие огромные делать здания. Для таких целей. Люди не смогут быстро их покинуть однозначно. Хоть сколько там эвакуационных выходов было. Тем более они не были открыты почему-то. Отметим, накануне в Кемерово прибыл глава Следственного комитета России. Он уже начал давать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. На оперативном совещании Александр Бастрыкин заявил о вопиющих нарушениях правил противопожарной безопасности. Так, система оповещения о пожарах в здании не работала еще с 19 марта. Подождите, сигнализация не работала. Почему? А потому что она технически не работала, отключилась, и никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19 числа. Она просто не работала, никто этим занимался. То есть они знали, что сигнализация не работает, да, и ничего не делает? Ничего не делает. Хотя это фирма, которая обслуживает, она специализируется на противопожарной безопасности, сигнализации, с 19 числа. Значит, она работает очень плохо. Но вообще ужасающий случай, когда все-таки речь шла о том, что надо было нажать кнопку оповещения, есть кнопка оповещения такая на посту охранника, которая все-таки работала. Охранник, мы его тоже задержали, по фамилии Антюшин, он не включил эту систему, значит, оповещения, хотя она работала. Сигнализация не работала, но если тревожная кнопка, она работала. Он ее по непонятным причинам не включил. Кроме того, мы выяснили, что многие двери, которые, значит, где находилась в основном молодежь, а это 4-й этаж, там, где комнаты игр для молодежи и 3 кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты. Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Но одна из версий, как бы, для того, чтобы безбилетники, скажем, молодые ребята не заходили в кинозал.
форма закрыл до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел. Следствие сейчас рассматривает две версии пожара. Первая – самовозгорание электрики. Вторая, ее считают менее вероятной, применение открытого огня. Подводя итоги совещания, Владимир Путин отметил, что власти обязаны сделать все, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших, а следственные органы найти виновных в трагедии. Первое чувство, значит, когда вот говоришь, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь вот сказано, уже другие чувства возникают, честно скажем. Нужно дать правовую оценку действий каждого должностного лица. Внимательно все изучить и дать правовую оценку. Это нельзя прикрываться там какими-то каникулами. Справку никакую не получить без денег. А деньги заплатил, все что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Вот из-за чего все происходит. После событий в Кемерово глава Коми поручил незамедлительно провести внеочередное заседание Республиканской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На совещании участники должны рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности в местах массового скопления людей, включая торгово-развлекательные комплексы. Кроме того, необходимо будет провести разъяснительную работу с жителями, напомнить им, как действовать в экстремальных случаях. При проведении профилактических мероприятий особое внимание следует уделять работоспособности систем противопожарной защиты, оповещения, управления эвакуацией, сигнализации, пожаротушения, противопожарное водоснабжение, эвакуационных путей и выходов. Обеспечить наличие систем громкоговорящего оповещения в местах массового посещения, включая торгово-развлекательные центры. Дополнительно министру здравоохранения Березину Дмитрию Борисовичу провести проверку готовности подразделений медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях. По поручению генерального прокурора подразделения надзорного органа в регионах совместно с МЧС должны проверить все торговые комплексы, имеющие развлекательные центры. В случае обнаружения нарушений меры предписано принимать незамедлительно. По предварительным данным у нас составлен список 55 именно торгово-развлекательных центров, которые подлежат проверке. Возможно, там какие-то коррективы еще будут внесены. Иные объекты, которые здесь перечислены, культуры, спорта, которые просто можно назвать с массовым пребыванием людей, они еще будут уточняться. В течение дня мы подготовим сегодня задание и приступим к проверке. С минуты молчания в память о погибших в Кемерово сегодня началась планерка в Сыктывкарской мэрии. Там пояснили, что сейчас формируется перечень зданий, который затронет проверка, анонсированная Генпрокуратурой. В первую очередь, по мнению городначальника Валерия Козлова, сюда должны войти объекты, в которых есть детские комнаты и контактные зоопарки. Траурный митинг Кемерово «Мы с тобой» через несколько минут в столице Коми начнется на площадке перед зданием Центрального плавательного бассейна. Аналогичные памятные акции, смысл которых показать единение с теми, кто испытал горечь потери, проходит сегодня и в других муниципалитетах региона. Проходит в основном молчаливо и без слов.